Как известно, группа граждан Абхазии обратилась к партиям и общественным организациям, ко всем гражданам страны поддержать их инициативу о принятии парламентом 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, законодательном признании незаконного обогащения криминальным деянием, введении и обязательного декларирования чиновниками доходов и расходов, а также подборе кадров на госслужбу на конкурсной основе. По мнению представителей инициативной группы, принятие такого закона в нашей стране необходимая мера. Мы предлагаем принять это антикоррупционное законодательство, чтобы основные, на кого это распространялось это дело, это были чиновники высшего звена. На них большая ответственность, и поэтому они большими деньгами, они нашими ресурсами, они нашей судьбой, они ее решают, что со всей страной делать, и поэтому их тоже можно немножко ограничить в правах. По мнению члена Общественной палаты Леонида Осия, борьба с коррупционной составляющей – одна из главных задач государства и всего общества. Леонид Осия подчеркнул, что вопрос состоит не в принятии и ратификации конвенции, а в ее исполнении. Он предложил инициативной группе рассмотреть вопрос о системном электронном управлении правительства. Сегодня весь мир перешел уже практически на электронную систему управления, где, конечно же, даст возможность это сокращение очень большого числа чиновников, которые не нужны, где бы каждый человек бы со своим числом бы был записан в этой электронной системе, что он платит, какие налоги он платит, заплатил ли, не заплатил, откуда у него эти деньги. Вся система, все в электронной системе в этой будет оговорено, и все видно будет. Вот это даст возможность уже контролировать. И человек, который там, предположим, даже не платит какие-то налоги или не может объяснить, откуда у него какие-то средства, которые приобретает. Если он приобретает, они официально должны у него быть на электронной почте, то есть его тот же багаж, там, основные средства, которые у него есть, оно все идет через электронную почту, то есть систему, вернее. Поэтому, конечно же, это, я понимаю, что это нелегкая задача, она немало стоит, и сегодня сделать, и завтра все это наладится, конечно, не получится, но идти к этому, конечно, я считаю, очень надо. В общем, инициатива граждан нашла свою поддержку членов Общественной палаты, которые планируют дальнейшее его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. В случае принятия парламентом закона, признающего незаконное обогащение как криминальное деяние, любой государственный служащий, собственность которого превосходит его задекларированные доходы и активы, отстраняется от работы и обязан лично в судебном порядке доказывать свою невиновность в незаконном обогащении. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.